Всім привітання! І зараз ми будемо виконувати роботу визначення активності ізотопа у цезі, продуктах питання і об'єктах нашого астероїду. Ви можете знайти роботу номер 2, є на дистанційній платформі. Вона виконується за допомогою прибора РКСБ-104, а так само з допомогою додаткового блока, який називається БДУС домик свинцовый. Это свинцовый домик. И вы можете крыху ознайомиться, угадать еще раз, что такое радиоактивность, в яких одиниках измерения она измеряется, какие бывают дозы, какие у нас есть нормы на разные продукты питания. И мы переходим к нашему заданию. В чем будет заключаться ваша работа? Я буду показывать и замерять значения. Вам треба будет заполнить вот эту табличку и зробить справоздачу. Написать название работы, мета работы, потом ход работы, то, что вы будете робить заполненную табличку по моих данных, які ми будемо здавати разом з вами в этом видео. И сделать вывод. В выводе вы можете проанализовать, где самое большее значение, самое меньшее, у яких было продуктов, скажем так, и поравнать с значением нормы. У вас на опошній сторонці роботи есть разные нормы. Тут, здається, можно поглядеть, например, грибы. Все можете найти, некая трава. Можете поравнать со значением нормы. Ті превышає ваше значение, коли ми отримаємо значение нормы, ті ні. Коли превышає, то это кепсько, як ви розумієте. Так, теперь переходим к виконанню роботи. Я беру камеру, как показать вам, что будет делаться. Так, ось наша табличка. Фон ми виносимо особно. Зараз розповідаємо про фон. Ось наша прилада. Нам треба її настроїти ззаду і змістити всі тумблери вправо. Ось я це і роблю і закриваю кришку. Так. Тепер у нас є ось такий домик, свинцовий домик. Так. І він підключається з допомогою ось такої розетки. Так. І він підключається ззаду домика. Зараз тепер осталось его правильно подключить. Подключили. Можно покласть как-то так аккуратненько. Як работать с домиком? Вот так он открывается, так вы бачите. И тут есть, так либо открыла правильно, тут есть такое открывающееся отверстие, и сюда можно вставлять пробу. Вот, например, тут уже были некие грибы. Ось так, проба. Коробочки для проб. И не откладываем, мы будем працевать с 5 пробами. Это у нас беснежник, грунт, трава чабреца, грибы и калихлор. Так? Мы будем по череде вставлять их в домик. Коли в домике ничего нема, лишится, что мы замеряем значение фона. Так? Домик тяжелый, бо он свинцовый, так, як ви зрозуміли. Отримовується, що ми будемо заміряти, ми з вами измеряем значення. Спочатку для фона. Да, спочатку ми фон меряем. 5 раз значение фона. Вот тут у нас не будет тогда колонки с фоном. И среднее значение фона. И то же самое. 5 раз значение с некой пробы и среднее значение пробы. Вы будете заполнять табличку уже сами. Я не буду ничего записывать, а просто буду показывать вам значение на этом приборчику. Вот мы... Тут подвешивается значение фона. Те значения, которые тут отображаются, они покуль не в яких одинках, это просто числа, и вы их просто записываете, так просто это лежит. А потом мы будем переводить их у Беккерелі и в Кюрі по формуле, яку я покажу позднее. Зараз чекаємо, що покаже прилада. Перше значення. Тобто по звуковому сигналу то лічба, яку ви бачите, це є то значення, яке треба записати.
фоном. Тут позаписываем 77. Тут у нас будет 5. 5 разных пробок. Тут 77 было. И далее мы будем запишем сюда. Семьдесят девять. Восемьдесят четыре. Семьдесят четыре. И опошняя 5. Семьдесят один. То мы померили фон. Теперь мы открываем домик, вставляем его калий хлор, чтобы калий хлор начал рассыпаться. Так, закрываем домик. І зараз у нас уже буде значення для калій хлора. У вас тут калій хлора, наприклад, у вас буде зараз 5 значень для його. Пятьсот восемьдесят девять. Пятьсот шестьдесят три.
624. Идем дальше. Пятьсот 86. Пятьсот 555. Кажется, это все 5, да? Коли не помиляюсь. Теперь вынимаем из домика калий-хлор и кладем в грибы. І що треба ввогуле сказати, да? Що ось ви заповните 5 раз калий-хлор, у вас 5 фонов, берете середнє для калий-хлора, середнє для фона, а далі буде середнє для остатніх пробів. І для того, як вам знайти активність бікерелів на кілограм, треба скористатися ось цією формулою. Треба умножити К на різницю поміж середнім значенням проби і середнім значенням фона. Тобто активність для фона, як ви поняли, не меряется. Це меряється тільки для конкретних пробів. К в даному випадку у нас 40 бікерелей на кілограм. 40 помножить на розницю. А для того, як перевести в кюрі на кілограм, вам треба умножити на 2,7 на 10 мінус 11. Отримовується, що по винику ви будете мати, так як у вас 5 проб, ви будете мати 5 активностей в бікерелях, 5 активностей в кюрі. Мы поклали грибочки и теперь включаем их. Як ви бачите, гриби тут занадто активно отримовуються. Що цікаво, якраз перевірити їх з значенням норми, після того, як ви підлічите активність. – 3188. – 3058. Нагадую, що додатково ні на що не треба вимножати, ви одразу те число, яке отримується на екрані, записуєте в табличку.
3070. Три 3168. І опошній раз. Три 3167. Это были грибы. Мы аккуратненько открываем домик. Все еще не открылся. Вынимаем грибы, кладем грунт. Да, бачите, что это грунт. И включаем для грунта. Калі у вас атрымаецца ситуация, что значение для некого речива среднее меньше за значение фона, такое может быть, вы записываете его с минусом тогда, и так само умножаете на 40, находите активность с минусом. Это будет значить, что она меньше за активность фона. 144 первый грунт. Сто 38. Ну, в вопле, конечно, грунт – это не самое логичное речиво для того, как брать его в работе для продуктов питания. Ну, хотя 152 – это третье. Хотя на им расте, звичайно, штось, да, на землі штось расте, і тоді вона може уздзейнічаць на пасаджаныя расліны. Так? Але калі хлор – это нейкія солі, калі я не памыляюсь, ну, грибы, вядома, можна есть. Вот тут мы не будем брать удобрение коров. Да, мы возьмем с вами траву чубреца и бессмертных, некие травки. Поглядим еще на травках, яка активность бывает. Сто 53.
159. Так, вызволяем грунт. И кладем бессмертник. Вы тогда запишите себе тут замест смесь 1. Тут у вас будет грунт, смесь 2 будет бессмертник, ну, 4, 5 будет трава чабреца. Вы не переписываете в этой назве, уносите свои. Сто 171. 179. 183. 192. Пошний раз. 187. Так, достаем бессмертник и додаем трава чабреца с Борисом. Тут у вас 5-й пункт трава чабреца.
114. Сто 15. 90. 94 і опошній раз. То 4. Значит, чекаю от вас оформленных работ, этих справоздачек, да, названием этой работы, фотоработы с табличкой, заполненной с различными активностями Беккерелів и Кюри, и вывод с поравнанням гэтых речивов, які у нас были поміж собой, и с таблицей в конце методички, да, с нормами. Ось і все. Дякую за увагу.